У подножия высоких гор, на вершинах которых вечно лежит снег, расположился необычный аул Арчип, состоящий из 8 хуторов, где жили мои деды и прадеды, где родился мой отец, и куда каждое лето я приезжаю на каникулы. Это моя малая родина, мой жизненный корень. Жители моего селения говорят на одном из самых фонетических, богатых языков в мире, уникальном, одноульном, бесписьменном арчинском языке, занесенном в Красную книгу. Благодаря усилиям ученых из России и Англии были созданы 2 версии словаря арчинского в печатном и электронном виде. Послушайте, как певуче звучат колыбельные песни и пословицы. يعني كان مامان بقيالي إكبرا صوبي التنشيط نوش بيتو إركب إخو تلكان إركس كيردا موليم بوح قطكم قمون يشت تتهاترك التخبيرات. Как самобытен арчинский национальный костюм женщин. Головной убор состоит из чухту с отделкой из серебра и каза, красивой яркой ткани, края которой сшиты особым способом. Такой наряд носят только молодые девушки и женщины. Вдовы же снимайте серебряные украшения и носят черную одежду до конца своих дней. Оригинальная и национальная кухня. Сухиля – традиционное арчинское блюдо. Это разновидность хинкала. Тесто нарезают кусочками и скручивают так, чтобы в них при варке мог скапливаться бульон. Современные свадебные обряды сохраняют традиционные. Участие широкого круга родственников, соседей, торжественная встреча невесты в доме жениха. Особенностью свадебного обряда арчинцев является то, что подарки невесте принято показывать всем и кладут в круг, в центре которого находится невеста. Одной из главных традиций арчинцев является почитание памяти предков. Перед месяцем Рамадан и его последний день все мужчины Арчибы собираются около мечети и вместе направляются на кладбище. Там они читают молитвы, раздают сладости. Достопримечательностью Арчибы является место захоронения известного шейха Мамади Бера Зиарат. Он прожил около 100 лет, знал 7 языков, изучал Коран, имел множество учеников и последователей. Богатая арчинская земля родниками, пить чистейшую воду из них научил меня отец через трубочку из стебля травы. А еще он поведал о старинной арчипской традиции. Если мальчик съест змеиное сердце, то вырастет храбрецом. Склоны гор и плато покрывают альпийские луга. Дальше в наши дни женщины косят траву серпами, а затем перетаскивают снопы на спине. И только в этом году я увидел, как срезают траву современными кусторезами. Отдельного внимания заслуживают предметы быта, которым пользуются наши предки. Возвращение к вам. Это склад. Здесь мы нашли старинные вещи, предметы быта арчинцев. Старинная люлька, ручная работа. Здесь каждая должна невеста взять вот эти как это называется? Хабарсы говорит на нем. Люлька это что? А эти, чтобы ребенка завязывали, хуалюр. Большинство изделий украшены растительными или геометрическими рисунками. Все они выполнены вручную. Мужчины в Арчибе занимаются багряным земледелием и скотоводством. До наших дней сохранились 2 вида древних сооружений арчинцев. Махли – зимний подземный загон для овец, и пач – укрытие от ненастья, складываемые из камней чабана. А также сама природа создала укрытие от дождя – это камень-зонтик.
С малых лет мальчиков учат обращаться с животными. Большое удовольствие приносит мне катание на лошади. Чувствуешь ее дыхание, ветер развивает гриву, все проносится вокруг большой скоростью. Сердце наполняется радостью от всего, что тебя окружает, что было до тебя на этой родной земле. У любого человека, кроме родителей, должны быть родная история, родная земля, родной язык, родная культура. Корни человечества в памяти. Это память о предках, о прошлом своего народа, будь оно трагическим или славным. Корни в традициях и культуре. Очень важно знать и изучать свои корни, так как, не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее. Я маленькая веточка на древнем дереве орчинцев, выросшая на дагестанской земле, корни которого тесно переплетаются с корнями других народов Дагестана и России. И только сильными корнями человек устойчиво стоит на земле, уверенно идет по жизни и стремится к новым открытиям в будущем.